столице Республики Коми торжественно открыли аллею семей. На фотовыставке представлено 26 лучших семей из разных уголков нашего региона. На одном из штендеров с полотнами интинцы. Большая и дружная семья Кожевиных прошла конкурсный отбор и победила в номинации «Национальная семья. Храним традиции». Семья Кожевиных очень большая, всех не сосчитать. Но инициаторами участия в конкурсе стали Елена и Иван. О проекте «Аллея семей» супруги узнали от учительницы гимназии номер 2, в которой учились дочки супругов. Елена Михайловна и Иван Васильевич родились в семьях потомственных оленеводов. Они гордятся своими родителями, бабушками и дедушками, которые всю свою жизнь посвятили тундре и коми-земле. У нас большая национальная семья, коми-семья. Родоначальница наша является бабушка Беляева Валентина Ивановна, ей 90 лет. У нее 11 детей, 23 внука, 33 правнука и 1 праправнук. То есть большая семья. Чтим мы наши традиции тем, что мы разговариваем дома на коми-языке. На каждом нашем большом застолье семейном мы готовим семейные традиционные национальные блюда. Бабушка родом из деревни Епа, потом переехала в село Петрунь. Более 50 лет проработала дояркой в совхозе. Дедушка по папиной линии, отец, мама и брат Елены Михайловны, потомственные оленеводы. Папе 63 года, Канев Михаил Ксенофонтович, он до сих пор ездит в тундру, более 48 лет он отдал своему любимому ремеслу. Папа являлся ежегодным участником в празднике Тарыпкер, занимал почетные места в номинации «Ловля арканом». К сожалению, я повторюсь, он сегодня не может присутствовать с нами, так как находится вдали, около Карского моря. Брат мой, он продолжает его дело, он ездит в тундре со своей семьей. Мой дедушка, он оленевод, я его люблю, и мы часто едем в тундру. И в тундре один раз мы поехали с ночевкой. Мы поставили свой чум, и я помогала дедушке строить его. Это было зимой. Потом мы зашли и разожгли костер, обустроились и решили переночевать. А еще у нас есть семейная избушка, и мы там часто туда едем с ночевкой и собираем ягоды. Голубику, морожку и чернику. Больше всего мне интересно то, что меня катает дедушка на оленях. Очень интересно, познавательно. Олени бывают быстро бегают. Все члены семьи Кожевиных чтут традиции своих предков. Взрослые и дети часто собираются вместе. Младших учат коми-языку, рассказывают о профессии оленевода и чумработницы. Ксюша и Оля очень любят ездить к родственникам в Абись. Я очень сильно понимаю по коми, но почти не говорю. Чаще всего мы собираемся на всяких праздниках. Например, Новый год, день рождения, 8 марта, 23 февраля. И летом очень часто бываем в Абизе. Семья у нас очень большая, очень дружная и крепкая семья. Родители стараются говорить дома на коми-языке, чтобы дочки тоже его знали. Сама Елена Михайловна до 7 лет не знала русского языка. Пока она не пошла в школу, говорила только по коми. Мы росли в чуме, мы росли в тундре, и мы разговаривали только на коми-языке. В 6 лет я пошла в школу, и я столкнулась с тем, что там надо разговаривать на русском языке. И я учила русский язык, то есть с нуля, начиная с 6 лет. На фоне двуязычия, как я сейчас понимаю, как специалист, у меня началось заикание. То есть мы с мамой сами справились с этим, мама мне очень помогала. Хотя вот мы разговаривали на коми-языке, но мама нам каждый вечер в чуме читала. Мы так любили «Серую шейку» рассказы. Мама каждый вечер нам читала, поэтому, может быть, и не составило труда перейти действительно на русский язык. Дома мы разговариваем на коми-языке, но, к сожалению, дети не знают, понимают коми-язык, но не разговаривают. Но ничего, мы это исправляем, детей мы учим. И я думаю, что вот к сознательному возрасту, к 15, то есть годам мы так планируем, дети все-таки начнут разговаривать у нас на коми-языке. Елена Кожевина часто вспоминает свое детство, которое прошло в тундре. Говорит, оно было по-настоящему счастливым, несмотря на то, что приходилось много трудиться и помогать родителям наравне со взрослыми.
С рождения до 13 лет мы, можно сказать, все время проводили время в тундре, в любое время, каникулы. Все лето мы были, на протяжении всего лета мы были в тундре с родителями. Мы, как дети, были первыми помощниками у наших родителей. Мама ездила много лет одна в тундру, и у нее было, под ее руководством, так сказать, она помогала, у нее было 10-12 человек, то есть мужчин. Она всем готовила, стирала, убирала, вот в таких вот спартанских условиях. И я помогала маме. Как ни странно, как ни было бы трудно, но нам очень нравилось. Мы очень любили вот это время, когда мы проводили с семьей время. Мама с папой, мы вместе ходили за ягодами, мы вместе ходили с ними на рыбалку. Это было самое замечательное время. Я очень часто вспоминаю. Жизнь в тундре научила нас быть сильными, научила нас быть твердо идти к своей цели. То есть, когда шел на улице дождь, град, ветер, несмотря на все это, мы вставали и ехали, продолжали наш путь. И поэтому это сейчас очень в жизни нам вот пригодилось. Анна Леонидовна, тетя Елены Михайловны, родилась в селе Петруни. Несмотря на то, что ее мама работала дояркой в совхозе, она хорошо знакома с профессией оленевода и чумработниц. И у нас в селе Петрунь, вот как с детства помню, всегда проходили осенью забой. И мы знали, кто такой животный олень, что дает нам олень, мясо, шкуры. Мы ходили в детстве в малицах, нам малицы шили. Пальто не было. Потом уже взрослеть стали, нам стали шить пимы. Это классно было что-то с чем-то. И мы знали труд оленеводческий, хотя мы сами, вот наша семья, не ездила. Но я потом уже, когда Галя вышла, сестра, замуж за Михаила Ксенофонтовича, я и с Галей, с Мишей 4 дня была в тундре, как-то у Гали поясница схватила, я поехала, помогала, и чум ставили, яндали, и аргыш, это самое, вели, погода была такая отвратительная. То есть нам это все очень близко и знакомо. Моя мама, как в Епе родилась, она 7 лет была в бригаде рыболовов. Тогда же время было очень тяжелое. Вот она зарабатывала уже с 7 лет. Вот в Абизе был завод по переработке рыбы. И вот у них 2 или 3, что ли, большие бригады ловили рыбу, сдавали в Абись. И вот она тоже ездила, помогала ловить рыбу. Она говорит, потом дадут, говорит, 3-4 рыбины, говорит, в передник заверну, бегом домой несу рыбу. Потом она с 14 лет, тогда же был как-то закон, не закон, правила, отправляли всех на лесозаготовки. И вот на этих лесозаготовках, они где-то были в Устилемском где-то районе, познакомились с отцом. Они были там 4 года, работали. И уже оттуда они приехали. И с Епы отец его привез в начале 53-го года в Петрунь, большую отцовскую семью. Она приехала, она была 9-м членом семьи, в семье дедушки и бабушки. Ну, вот там вот я родилась, 11 последующих сестер и братьев. Вначале мама работала на конюшне, отец был тоже конюхом. А мама помогала телятницей, а потом всю оставшуюся жизнь до своей пенсии она работала дояркой. Доярке пошла сестра Лена, покойная. А воспитателем в нашей семье первая была я. После школы меня наша директриса Анна Фатиевна повезла в Сыктывкар с моей односельчанкой, с Галей Каневой. Поступили, отучились. Я потом в Абизе отработала очень много лет воспитателем, заведующей. Аленка вступила вот в мою стезю воспитателем. Еще одна племянница у сестры Лены, Татьяна Артеева, тоже работает воспитателем в детском саду. Ну и получилось так, что моя внучка пошла. Сначала вот младший воспитатель, но поступила уже учиться заочно, будет воспитателем. Короче, я открыла дорогу работать с детьми. Это очень сложная, но очень интересная работа.
Существует много определений семьи. Для Кожевиных семья – это всегда взаимопонимание, дружба, поддержка и любовь. Все члены семьи проявляют уважение и заботятся друг о друге. Поэтому каждый чувствует уют и тепло домашнего очага.